Доброе утро, дорогие наши друзья! Мы продолжаем буддийский путь. Мы рады встретиться с вами снова. В ноябре проходит ливень Дхармы в нашей республике. Это означает, что высокореализованные учителя Геше, Харамбы, Гелинпашки, учителя, они начали даровать учения в хуре Туптенши Дублинг, в хуре Ноганта-Риги, а также во Дворце молодежи. И 10 ноября в 4 часа прилетают монахи по программе Мандала-тур из Гоманга. И они будут строить песочную мандалу в хуре Туптенши Дублинг. В хуре Ноганта-Риги – это храм, который был построен благодаря Аянолпашке. Там проходит учение уважаемого Геше Таипашке. Он неоднократно даровал учения в нашей республике. И сейчас он объясняет текст Ламрим. И этот текст был написан Джесом Капой в XIV веке. И когда он начинал объяснять этот текст, конечно, он рассказал об истории, как появился этот текст и как дошел этот текст до Тувы. И эта история очень длинная. Все лекции, конечно, проходят на родном тувинском языке, и переводчики тоже переводят на тувинский язык. И это является отрадным. И прекрасно, что жители Тувы могут услышать учение, слово Будды на тувинском языке. А мы, в свою очередь, очень обобщенно рассказываем, что происходило на прошлой неделе, что будет происходить в ближайшее будущее. И как сказал Таипашке, все учение основано на карме, а карма – это и есть наши действия. И перед тем, когда мы изучаем учение, хорошо нужно понимать, что учение, слушание, размышление, медитация и понимание драгоценных знаний зависит от добродетели человека. И когда человек накапливает добрые дела, когда он в копилке своей сохраняет добрые дела, сохраняет знания, и тогда у человека сбываются все его желания и открываются двери для слушания учения. И Геше Таипашке рассказал о 4 законах кармы, что карма – это те действия. И если мы совершаем добрые дела, то бумерангом возвращаются эта доброта. И наоборот, когда мы делаем плохое, к нам в ответ приходят плохие дела. И 2 закон кармы означает, что при малейших маленьких действиях эти действия могут произрасти как большой урожай. От маленьких добрых поступков можно получить большой урожай. И от маленьких проступков может появиться большие страдания. Далее 3 закон кармы основан на том, что все те действия, которые мы не совершали, они не будут приходить к нам. И 4 закон заключается в том, что все те совершенные дела, они отражаются, и мы получаем в ответ результаты. Следовательно, от всех причин исходят результаты. И плоды на деревьях, они израстают, появляются из семян. И поэтому в нашем сознании тоже есть семена добрых дел и семена проступков. И поэтому
Если мы хотим изменить нашу карму, нашу негативную судьбу, нашу жизнь, то нужно сеять семена добродетелей. И когда эти семена становится очень много, то мы можем сделать так, что отрицательная карма, она может таким образом очиститься, исчезнуть. И для того, чтобы произрастала та или иная карма, все зависит от условий. Ну, например, когда мы поливаем цветок, когда мы удобряем этот цветок, когда мы создаем благоприятную почву для цветка, то цветок, он растет и расцветает. И то же самое в наших поступках. Когда у нас есть эти благоприятные условия, формируется результат. И эта тема очень глубокая о карме. И карма — это она формируется, она появляется не только в этой жизни. Например, те люди, которые хорошо живут, они состоятельные, богатые, это результат их кармы не только из этой жизни, а также из жизни в жизнь человек накапливаются эти добрые дела, и они могут произрасти или выйти именно в этой жизни. Или тот человек, который совершает плохие действия, это означает, что его эта склонность к проступкам, например, он убивает, ворует, лжет или пьет алкоголь, это все заложено в его характере, в его поступках, и человек совершает эти действия. И поэтому, чтобы изменить свой характер, изменить свои привычки, изменить свою жизнь, для этого нужно стараться накапливать добродетель. И нужно понимать, что иногда люди задают такой вопрос: вот я совершаю хорошие дела, делаю добро, но ко мне все отвечает или приходит злом. Или когда мы видим тех людей, которые совершают эти проступки, их жизнь может быть казаться нам, что они живут хорошо. Ну, например, человек ворует, и из этого он становится богатым, он богатеет. Однако все вот эти тонкие, глубокие нюансы кармы, они основаны из прошлых жизней. И поэтому, когда мы делаем хорошие дела, и если что-то злом возвращается, приходит, это значит, что из прошлых жизнях мы совершили что-то нехорошее, и оно может нам прийти так, что кто-то может нас ударить, или кто-то нас осквернит. И поэтому, особенно в это время, когда происходит упадок нравственности, нужно обладать терпением и терпеливо относиться к любым нападкам, к тем злым поворотам в жизни или негативным поворотам в жизни. И только благодаря терпеливому и усердному продвижению по своему духовному пути мы можем преодолеть эти препятствия, эту злость. И если мы будем реагировать и переживать, то от этого ничего не изменится. Самое главное, нужно выиграть во времени. И только со временем мы можем преодолеть все наши препятствия, несчастья и принять эту карму, которую мы сейчас проживаем. Вот такие учения проходят сейчас в Хуре Ногантариги. Это в ПГТ Кахем. Ежедневно в 6 часов начинаются эти лекции.
И целью этих всех учений заключается в написании труда и написании переводческой работы. А также мы хотели бы всех проинформировать в предстоящих лекциях, которые будут проходить 17 по 23 ноября во Дворце молодежи. Это вход с улицы Ленина на 2-м этаже этого здания. В конференц-зале будут проходить лекции уважаемого Геше Долампашки. И эти тувинские монахи, гелонги, которые сохраняют свои монашеские обеты, периодически они приезжают в нашу республику и даруют нам учения на родном языке. И эти учения, они заходят глубоко в наши сердца, и мы благодарим наших учителей, что они делятся со своими знаниями. А также мы приглашаем всех наших жителей республики приехать в новый храм Туптенша Дублин с 11 ноября. Там начнется церемония строительства песочной мандалы Ямантаки. И монахи из Дрипунгуманг, они будут ежедневно строить там мандалу. И лицезрение этой мандалы, обхождение вокруг этой мандалы – это накопление добрых дел, это накопление благих заслуг. От того, что мы увидим этот дворец мандалы Ямантаки, мы попадем в мир Ямантаки, в эту землю, во дворец Ямантаки. А Ямантака – это гневное проявление божества Манджушри, божества мудрости, постигающей пустоты. И если мы читаем мантры Ом Арабазанади, Манджушри или Ямантаки, мы таким образом развиваем свой интеллект, свои познавательные способности, и мы развиваем мудрость. И поэтому до следующего четверга будет церемония строительства, и разрушение мандалы будет 16 ноября. И 17 по 18 ноября монахи, они уедут в западные Кажуны, они уедут в Тесхемский Кожун и Ярзинский Кожун, а 19 ноября это в город Чадан. И с 20 по 24 ноября они будут строить мандалу Ямантаки в Хуре, Устюхуре, это недалеко от города Чадан. И далее 24 ноября монахи посетят Вюрский Кожун. С 25 по 27 ноября они посетят Байтангинский Кожун. Далее они продолжат свою программу в городе Кызыли. Тут будут проводить очень мощные, очень полезные мероприятия, ритуалы, лекции. И после лекции ежедневно вечером с 6 часов будут проводить тоже ритуалы. И они будут полезны для очищения своей кармы, очищения с тех препятствий, которые возникают на жизненном пути. И поэтому мы приглашаем всех наших жителей на эти очень интересные мероприятия, на благие мероприятия, где можно услышать, можно практиковать, там же начитывать мантры. И это редкие шансы, которые появляются здесь, в нашей республике. И поэтому, дорогие наши телезрители, жители Республики Тыва, не пропускайте такие возможности, приходите и слушайте учения, чтобы развивать свои способности и получать успокоение, умиротворенность в своей жизни. До новых встреч!